Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Заходите на наш сайт, смотрите, слушайте сюжеты, читайте последние новости и звоните в эфир по телефону 8 810 06 926. Бесплатно это номер для жителей Крыма. 044 490 2905 для жителей материковой части Украины. Помните, что нам важно ваше мнение. Тема дня. Сегодня будем говорить о том, как в аннексированном Крыму отметили весенний крымско-татарский праздник Хыдырлес. Поговорим о том, какой этот праздник, ну и с какой целью подконтрольные Кремлю власти полуострова начали политизировать этот день. Намеренно ли российское руководство Крыма, организовало в Бахчисарае массовые гуляния на том месте, где в мае 2016 года похитили крымского татарина Эрвина Ибрагимова. Про это поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, в котором мы знаем, как отмечали подконтрольные Кремлю власти праздник Хыдырлес в Бахчисарае. Крым в центре внимания. В первую очередь это праздник весны. Этот праздник объединяет всех татар в одном месте. Мы все очень радуемся, веселимся. Танцы, угощения блюдами крымско-татарской кухни, борьба на поясах. Так, в аннексированном Крыму 5 мая отметили Хыдырлес. На праздник пришел и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Именно под его патронатом в этом году и проводится мероприятие. Это праздник, который направлен на сохранение культуры, традиций, самобытности крымско-татарского народа. Но сегодня вы видите, что здесь у меня все крымчане, всех национальностей. На самом деле это объединяющее мероприятие, которое с каждым годом набирает обороты. После российской аннексии полуострова каждый год ведутся обсуждения, стоит ли крымским татарам участвовать в празднике, который организовывает подконтрольные Кремлю крымские власти. В 2014 году лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев выступил против проведения праздника. Он объяснил, с помощью Хыдырлеза российские власти хотят показать, что крымские татары якобы подружились с семьей российских народов. До аннексии Джемилев выполнял одну из самых почетных традиций весеннего праздника – выкатывал колокай. Это традиционный хлебец, на котором гадают о будущем урожая. В этом году Хыдырлес провели в Бахчисарае. Депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек рассказывал крымским журналистам, главное в празднике – дух единства. Праздник, он стал объединительным не только для крымских татар, но и для всех крымчан. Вы же видите, люди разных национальностей пришли поздравить крымских татар, совместно порадоваться и воспользоваться вот этим праздником для того, чтобы увидеть, услышать друг друга. Ну и взаимопроникновение культур – это очень важно. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Скандар Белялов в свою очередь заявил, для Крыма важны любые праздники. С каждым годом, вот после 2014 года мы видим, с каждым годом людей все больше интересные программы. Я бы сказал, праздник этот, какой бы ни был праздник, он сплачивает людей. Хыдырлес – праздник щедрого урожая, который веками отмечали по окончании полевых работ и отгона скота на летнее пастбище. Появление первого колоска на поле считается знаком того, что пора начинать народное гуляние. Название праздника происходит от имен исламских пророков Хыдыра и Ильяса. По преданию, именно они круглый год оберегают людей по всему миру. Крым в центре внимания. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о праздновании Хыдырлеза в Крыму и на материке. Я напомню, что этот праздник урожая в этом году организовали на том месте, где похитили крымско-татарского активиста в 2016 году Эрвина Ибрагимова. Об этом сообщал корреспондент Крым Реалий. Ну и в этом году крымские власти заявили, что особенный праздник, потому что в этом году символом праздника стала большая, гигантская женская феска. А в прошлом году это был огромный чебурек. Как праздновали Хыдырлес в Крыму в этом году, узнаем у делегата Курултая крымско-татарского народа Сития Казакова. Доброе утро. Сития Казакова. Казакова, прошу прощения. Прошу прощения. Доброе утро. Как его праздновали в Крыму, я не знаю, потому что нахожусь в Киеве. Но в Киеве он прошел замечательно, потому что были артисты из Крыма, артисты из Мелитополя, из Геническа, Новоалексеевки, которые показали высокий класс, и люди очень порадовались этому празднику в Киеве. Организован он был Крымско-татарским фондом
культурного наследия, благотворительным фондом «Небесная сотня», громадской организации «Родины Небесные сотни». И организация прошла на хорошем уровне, Хадерлеза, я имею в виду, прошла на хорошем уровне, люди довольны. А в Крыму не могу сказать, у меня просто по разговорам моих близких, которые не ходили на этот праздник, у них были определенные, видимо, причины свои, и которые и морального характера то же самое. Вот так. А местные власти заявили, что на Хадерлес пришло 55 тысяч человек, а местные жители Бахчисарая в том числе, на фото и в социальных сетях говорят, что эта цифра значительно меньше, особенно если сравнивать, да, с прошедшими годами, когда Хадерлес проведение этого праздника организовывал Меджлис крымско-татарского народа. На ваш взгляд, сколько людей там могло быть? Ну, дело в том, что самый большой праздник Хадерлес проходил в 2013 году, это было. Когда Джамала была как раз хедлайнером этого фестиваля. Да. Вот это был самый большой на весь Крым с 1988 года, самый большой Хадерлес. Остальные, они были всегда локальные и не такие общенациональные, как это было в 2013 году. Это было масштабно. После этого таких хадерлезов, естественно, не было. И то, что сейчас показывают картинку в Крыму, это, конечно, пропаганда и не имеет ничего общего с реальностью. Есть ли информация о том, шли ли люди на этот праздник добровольно? Возможно, была информация о том, что членов детских коллективов, например, настойчиво просили, скажем так, да, прийти на празднование, либо какие-то еще моменты, где людей заставляли это сделать? Я вам скажу, мы в 2014 году с фольклорной школы Алуштинской должны были выступать на Хадерлезе, это был 2014 год, но родители отказались, потому что это, хотели проводить власти, так скажем, новые власти Крыма. И родители не захотели, и нам пришлось сделать праздник локально самим, чтобы дети выступили, потому что это для ребенка очень важно. И в этом году получилось, в принципе, точно так же. Не знаю, уговаривали ли руководители художественных коллективов и творческих групп выступить на этом большом, в кавычках, Курултай, говорю, Хадерлезе. Но у нас в Алуше, например, в этом году, вот мои друзья сообщили, что они собирались на традиционном месте, это Азизлер возле села Корбек в Алуште, и проводили сами Хадерлес. И так было по всему Крыму. Люди собирались все равно на этот праздник возле своих сел. И отмечали его сами, в любом случае отмечая, но не приходя на официальное. Да. Я скажу вам, так случилось, что с приходом России в Крым еще почти 2,5 века назад пошатнулись устои, моральные устои крымско-татарского народа, и все это привнесла Россия. Поэтому вот люди, видимо, еще так генетическая память настолько сильна, что они до сих пор помнят эти обиды и не могут переступить через себя в память своих предков. А известно ли вам о ситуации, которая разошлась также в соцсетях и в СМИ, история девочки, которая победила на конкурсе танцев, должна была ехать выступать на праздник в Бахчисарае, но ее не отпустили родители? Ну вот это то же самое, о чем я говорил. Это именно эта ситуация, да? Это ситуация, потому что родители понимают, что ребенку развиваться надо, но не могут поддержать то общество, в котором они сейчас живут вокруг. Но не знаю, конечно, это очень сложный вопрос, и это вопрос развития детей, а дети — это самое главное в нашей жизни. И надо находить какие-то
не компромиссы, а какие-то способы для развития своего ребенка. Если человек не хочет, чтобы он выступал в программах под российскими флагами, ему надо найти ту форму, чтобы ребенок все-таки развивался и в среде своего народа хотя бы имел возможность показать свое искусство. А крымские чиновники, провластные СМИ активно, да, делились репортажами, сообщениями с празднования Хыдырлеза в Бахчисарае. Сергей Аксенов цитировал Гаспринского. И, кстати, не знаю, правдивая ли была эта цитата о народах России, идущих рука об руку. И как вы считаете, для чего и политизирован ли сейчас этот день в Крыму? Ну, это естественно, что он политизирован. И раньше такое внимание, вы же не видели вообще при Украине внимания такого к нашим праздникам. Мы сами их делали, сами вкладывали деньги, наши бизнесмены, сами находили творческие коллективы, которые мы все это делали почти бесплатно на энтузиазме. А сейчас вкладывают огромнейшие деньги для того, чтобы показать картинку. Ну это эффекта не будет иметь. Наш народ не купится на эту дешевую такую пропаганду. Однако информации в СМИ было много, да, были синхроны с крымскими татарами, которые приветствовали власть. И считаете ли вы, что вот эта политика да, просвещения условного и политизации праздника успешна? Ну, я должен сказать, что пропаганда бывает и успешной тоже, я вам скажу. Почему? Потому что у каждого чиновника крымского татарина, который работает на ту власть, сейчас есть родственники или кто-то. Вот меня несколько раз эти каналы просили дать интервью и так далее. Я не могу этого сделать, не могу переступить через себя, через свои моральные принципы. Другие люди для того, чтобы поддержать своего родственника-чиновника, и чтобы он не потерял работу там или какие-то не были накладки на работе, они идут на это, дают интервью. Я просто знаю несколько наших людей искусства, которых вот до сих пор уже третий год терроризирует тем, что они обязаны дать интервью на пророссийском этом канале «Милет» для того, чтобы показать свою лояльность властям. А они до сих пор держатся. Это вообще-то, честно говоря, моральное давление, это очень сложно, но люди стараются его выдержать. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был делегат Курултая крымско-татарского народа Ситья Казаков, и мы говорили о праздновании Хыдырлеза в Крыму и Киеве. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о двух разных праздниках отмечания Хыдырлеза в Крыму и на материке. С нами на связи Гульнара Абдулаева, крымский историк. Доброе утро, Гульнара. Доброе утро. А какая разница была, на ваш взгляд, значительная, да, или основная между празднованиями в аннексированном Крыму Хыдырлеза и в Киеве? Как можно сказать, разница. Для меня, например, не является этот праздник, который является языческим на самом деле. И сегодня, можно сказать, те люди, которые сегодня в оккупированном Крыму проводят и инициируют проведение якобы такого праздника, они правы только в одном, когда заявляют, что это не крымско-татарский праздник, что это международный праздник. И мы сегодня наблюдаем, действительно, это международный праздник, потому что на Хыдырлезе в этом году были все, кроме крымских татар. По сути, там единицы были крымских татар, а остальные это были и представители Средней Азии, Северного Кавказа. То есть в этом можно с ними согласиться, что это международный праздник, на который, в общем-то, свозились. Это делалось умышленно, чтобы показать масштабность, преувеличенное число, количество людей, которые якобы пришли на этот праздник. Тем более территорию окопали рвом, наверное, для того, чтобы люди оттуда просто не ушли, наверное. Вот.
И все это делается умышленно, все это делается для создания такой некой истории, такого фундамента, на котором в будущем базировались. Что касается в Киеве, на материке, который мы наблюдаем, проводились ли эти праздники здесь и проводились ли в этом году, на самом деле это не является каким-то определенным праздником. Да? Если люди собираются, это как бы бар Топашов, это как-то весеннее собрание людей, вот, например, как это было в Пирогово, это не говорилось, что это под эгидой Хадерлеза проводится на материке. Это просто вот крымские татары собираются в определенный день, и это общение между собой и тому подобное. Вот. То есть здесь таких массовых, конечно, праздников нет, и мы сегодня видели, тоже наблюдали, что вот как раз-таки на выходные дни это больше инициировал КМДА, то есть это даже не инициировал ни Меджлис, ни какие-либо другие крымско-татарские организации. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь, конечно же, нужно говорить об истоках этого праздника, что это все-таки языческий праздник. Вот вы как раз предваряете мой вопрос. Хотела у вас уточнить, да, насколько традиционен этот праздник для крымско-татарского народа, когда стали отмечать, и что все-таки он несет основной посыл его каков? Мне сложно сказать, когда именно начали отмечать, так как есть информация, что как раз-таки его возродили после, большевики возродили, чтобы были новые праздники у крымских татар. И мусульмане, крымские татары особо, в общем-то, никогда и не праздновали этот праздник, тем более так масштабно. Вот. Почему-то сегодня оккупанты не проводят вместо Хадерлеза, да, они не проводят Ауразу Байрам, не отмечают также ни Курбан Байрам, а почему-то именно Хадерлез. Вот для них прям вот этот праздник самый идеальный, наверное. Потому что он касается различного рода, да, как вы сказали, представителей разных народов. Да, хотя изначально позиционировался, что это крымско-татарский праздник, но сегодня они позиционируют его, как я уже повторюсь, скажу, как международный. Вот. Пусть для них это останется международным, наверное, праздником, а не крымско-татарским. Поэтому сложно сказать, насколько для крымских татар имеет масштабность этот праздник и сегодня, и в период государственности крымских татар, и уже в постсоветское время. Поэтому это не было таким масштабным. Я не помню, чтобы когда-то там люди масштабно его отмечали. Да, конечно, были собрания, собирались на природе, но опять-таки это даже не то, чтобы Хадерлез, это просто собраться, весна, наступила весна, просто общение на природе, выезд на природу в основном подразумевался. А легенда о Хадыре Ильясе, которая лежит в основе этого праздника, она традиционная, да, для крымских татар? Она имеет языческие корни. То есть она была еще до ислама на Крымском полуострове среди потомков крымских татар. Это доисламская традиция. Поэтому, да, легенда существует, но не более того. То есть, на ваш взгляд, сейчас этот праздник используется для политизации, да, этого дня и для рассказа о том, что в Крыму все прекрасно и народы живут в мире, как об этом написал, например, Сергей Аксенов в соцсетях. В мире все прекрасно, мы не замечаем никаких проблем, мы не замечаем ни арестов, мы не замечаем ни судов, мы не замечаем, что люди умирают уже в СИЗО, что люди крадут, что людей арестовывают на улице, что люди не могут высказать свою точку зрения, зато мы проводим праздники. Но мы и 18 мая уже хотим сделать праздниками, то есть там на полуострове, да, как многие там уже представители казачества говорят об этом. То есть все делается для того, чтобы показать красивую картинку счастливой жизни на полуострове и среди крымских татар, как они счастливы, когда пришли оккупанты. Вот. А вот вы наверняка смотрели видео, да, с этого праздника. Вот, на ваш взгляд, сколько же там всего же людей было? Потому что заявление о 55 тысячах у крымчан вызывает, конечно, недоумение.
конечно, преувеличено, и там не более 5, а то около 2-3 тысяч было. Это же видно прекрасно, когда показывают видео с квадрокоптера, и видно, сколько на самом деле людей. Потом мы прекрасно понимаем политику сегодняшних оккупантов. Они собирают людей насильно, они сгоняют туда насильно. То есть там было в своей массе, я же говорю, опять-таки, в процентном соотношении крымских татар гораздо меньше, нежели других гостей, которые присутствовали на этом якобы празднике. Как вы считаете, то, что этот праздник провели именно на том месте, где похитили Эрвина Ибрагимова, было намеренно сделано, либо случайно? На мой взгляд, это намеренно, потому что нужно было все-таки показать, что ничего, никакой ситуации с Эрвином не случилось, все нормально, и как будто этого похищения не было. На мой взгляд, это умышленно сделали. Умышленно, психологически, опять-таки, это повлиять угнетающие на родителей, которые вот буквально напротив живут и в окна видели этот праздник на том самом месте, где их сын пропал. Его похитили, да. Это все делалось вот настолько цинично, вот, наверное, нет такой страны и такого народа в мире, который бы проводил настолько циничные вещи, как это делается в России, вот, и как это делается оккупантами. То есть я считаю, что это все делалось умышленно и не просто так. В Бахчисарае много других мест, где можно было провести этот якобы праздник. Поэтому... нет. У многих На мой жителей взгляд, Крыма недовольство вызвало, о чем они писали в соцсетях, то, что какая-то внешняя атрибутика, да, приписывается крымским татарам условно. Например, в прошлом году был символ, да, символом Хадырлеза огромный чебурек, что тоже не особо порадовало местных. А в этом году это гигантская женская феска. Вот вы считаете, использование этих символов является нормальным, либо это действительно какая-то вот примитивизация крымских татар? И примитивизация это тоже, но на самом деле вот у оккупантов нету фундамента создать свою историю. И вот они на этом пытаются сейчас создать вот такую вот, то, чего нет, мы напишем, да, и вот они сейчас пытаются писать свою определенную историю, придумывают разные символы, извращают все. То есть новое что-то насаждают, что вообще неприемлемо для крымских татар. Поэтому я не знаю, что уже ожидать на будущий год, какой символ они придумают на будущий год, что у них там в головах вообще творится. Вот, поэтому, конечно же, ничего хорошего ожидать не приходится. И опять-таки нам пишут новую историю, опять вливают очередную порцию лжи, и в общем-то, чтобы представить историю крымских татар вот такую, какая она есть. То есть я считаю, что вы правы, когда говорите о примитивизме. То есть по-другому это никак нельзя объяснить. И вот вы неоднократно сказали, да, что сгоняли людей, собственно, вы знаете, да, конкретные истории такого? То есть... Да, конкретные истории и именно и студентов с вуза, тот же самый КИПУ, это буквально и преподавателей. Это делалось и на Хадырлез, к сожалению, это делается сейчас и к 9 мая, потому что это буквально вплоть до увольнения, буквально по спискам, по подписке, чтобы каждый явился. Это делается умышленно, и это делается на протяжении вот уже почти 4 лет оккупации. И мы это наблюдали не раз. И когда люди не хотят, их туда просто сгоняют. Потому что люди вынуждены, они боятся лишиться работы. Да, это не те люди, которые в госструктурах, конечно же, работают, то есть это тоже госструктуры, но я не считаю, что медики и преподаватели должны страдать от этого, да, если там мы знаем, кто-то на госструктурах работает, не приносит пользу, то эта часть населения, эта прослойка, конечно же, приносит пользу своему населению. И поэтому они вынуждены идти, мы сегодня не можем их осуждать. Естественно, есть такие случаи, и конкретные мои родственники, знакомые, которые вынуждены были отмечаться, но не присутствовать, а потом уходить. Я просто не могу, конечно же, говорить много, поэтому в силу того, что там в Крыму очень много живут людей, близких мне, чтобы они не пострадали. Но на самом деле принуждение, естественно, есть. Но как мы видим на Хадырлезе, как бы не принуждали, а людей все равно среди крымских татар было не так много. Поэтому здесь мы, естественно, и не только здесь, там в Крыму мы отслеживаем всех практически, кто был. Мы знаем в лицо многих, кто был, кого не было. Поэтому
Я не сомневаюсь, что, несмотря на все эти запреты и подписки о том, что вынужденно приходить туда, люди все равно не идут, и это радует. И вы отметили, что Меджлис решил, да, не принимать активное участие в организациях Худерлеза в Киеве в этом году. А с чем это связано, на ваш взгляд? Ну, если мы бойкотируем Худерлез в Крыму, то мы должны его бойкотировать и на материке. Ну, то есть это даже не бойкот, это просто, не придают этого особого значения. В общем-то, в принципе, не считают проводить масштабные какие-то мероприятия, связанные именно с этим праздником. А для популяризации есть крымских еще татар это возможно вот в этом плане использовать такие... Для популяризации крымских татар можно делать дни крымских татар, можно проводить не только другие национальные праздники, религиозные праздники. Поэтому, в данном случае Худерлез нам уже извратили. Извратили это оккупанты. Поэтому вот именно с этим праздником, конечно, уже у нас такая печальная страница в истории открылась. Как на мой взгляд. Не знаю, насколько это потом восстановится после деоккупации, но сейчас это очень многих коробит просто этот момент, и естественно, что не то чтобы бойкотировать, а просто не проводить этого праздника и призывать людей в Крыму не идти туда, и, соответственно, что и на материке тоже не проводить. Спасибо большое. Спасибо. Гульнара Абдуллаева, крымский историк, была на связи с нашей студией. Говорили о двух празднике, о том, как отмечали на этот праздник в Крыму и на материке. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по номерам 8 800 10 06 926 044 490 29 05. Нам важно ваше мнение. Пишите в Твиттере. Вы можете предложить свои темы программ. Заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.